Поздно выкладываю это видео, так как мне понадобилось время, чтобы осмыслить произошедшее. Итак, сегодня, 28 января 2021 года, со мной произошел неприятный инцидент. Я была задержана, как позже выяснилось, в Ленинском РУВД сотрудниками службы госохраны ГКН-БКР. Меня задержали как особо опасного преступника или террориста по всем жанрам классического боевика. И тут я бы хотела сделать небольшое отступление. Наверное, мэр города правильно сделал, обратившись в ГКНБ, помочь мэрии в борьбе со стихийно торгующими на рынках женщинами, вынужденными таким образом зарабатывать себе на жизнь. Уважаемый нынешний глава ГКНБ, в чем же сейчас заключаются прямые функции спецслужб? Разве в этом? Можно было бы подумать, что задерживают всех подряд, кто находился недалеко от филармонии. Вначале я тоже так подумала. Но позже мне стало известно о том, что именно на меня поступило следственное поручение от следователя СС МВД КР Адамбекова задержать меня в качестве свидетеля по статье 264 Уголовного кодекса, части 1, 2, 3, организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества с применением огнестрельного оружия. Наверное, мать 3 детей представляет для них большую угрозу. Скорее всего, я была задержана именно потому, что являюсь супругой Сегизбаева Адиля. У меня возникло резонное предложение властям, справедливости ради. Тогда вы просто обязаны задержать и недавно вернувшуюся жену Джаныша Бакиева и его самого, который вот уже 11-й год находится в международном розыске за массовый расстрел людей и убийство безоружных граждан. Напомню, что всего с 2005 по 2010 годы именно по приказу Джаныша Бакиева было убито 90 человек, свыше 1500 получили ранения, и это только официальные данные. Сегодня в РУВД мне задали вопрос, где я была, где я находилась 5 октября 2020 года. Не была ли я среди митингующих на площади Алато? Надеюсь, у них это стандартный вопрос. Вы знаете, если бы я была среди них, я бы, наверное, сидела и занимала какое-нибудь теплое место в переднем ряду на инаугурации, а не в РУВД. Также меня спросили, знала ли я об инаугурации. Так как со мной не было связи после задержания, я решила прояснить ситуацию здесь. Поскольку сам новоизбранный президент говорил, что в этот день не будет никаких преград для передвижения граждан по городу, почему-то меня задержали, даже если я находилась далеко от оцепления периметра филармонии. На руках у меня не было ни плакатов, ни растяжек. Моим огнестрельным оружием, в кавычках, была моя дамская сумочка. Возле меня было всего 2 женщины. Не было никаких 10 человек, как ошибочно прошло сегодня в СМИ. Неужели теперь вы будете задерживать всех, кто вызывает вас на дебаты? Отдельно хочу добавить, что в отличие от сотрудников СГО, следователи Ленинского РУВД вели себя по-человечески, достойно. Респект. И в конце я бы хотела обратиться к новоизбранному президенту. Я вас поздравляю с вступлением на новую должность. Приношу свои искренние извинения, если я, благодаря сотрудникам СГО, омрачила столь радостный и долгожданный день для вас, неожиданно переключив внимание общественности на свою скромную персону.
Многие пишут, что якобы то, что случилось со мной сегодня, это бумеранг, что и ваша супруга проходила через такие испытания. Что ж, значит, мы на верном пути. А может,